благодарный Екатеринбург доблестным освободителям. Летом 1918 года центральная территория Башкирии также становится театром военных действий. Опорой большевиков в Уфимской губернии были БНВ – боевые дружины народного вооружения. На них следует остановиться подробнее, хотя бы потому, что именами боевиков БНВ, братьев Кадамцевых, Петра Зенцова, Чеверева названы улицы Уфы. В 1903 году по приговору партии эсеров боевик Егор Дулебов убивает уфимского губернатора Николая Богдановича. В следующем 1904 году другой боевик, приятель Дулебова, тоже, кстати, бывший уфимский рабочий, Егор Сазонов, убивает министра внутренних дел Российской империи Плеве. Подвиги эсеровских террористов произвели сильное впечатление на их земляков из партии большевиков, и они приступают к созданию своей боевой организации. Руководителями террористического подполья стали братья Кадамцевы. В течение 1906 и 1907 годов они бомбят почтовые поезда, берут астрономические суммы и большей частью отсылают их Ленину. Но немного оставляют и себе. При эксах погибают кассиры, стражники, полицейские, случайные прохожие. Боевики наглеют, чувствуя свою безнаказанность. Экспроприированные деньги они тратят на рестораны, кутежи и бордели. Словом, нравственно разлагаются. И вот в 1908 году следует череда арестов. Организация была разгромлена, но не уничтожена окончательно. Отряды боевой организации народного вооружения созданы в конце 1917 года для подавления крестьянских выступлений и борьбы с оренбургским, с атаманом оренбургского войска Дутовым. Свою, скажем так, боевую подготовку они достаточно ярко продемонстрировали в ходе боев конца 17-го, первой половины 18 года и, в общем-то, были способны решать достаточно широкие боевые задачи. Поэтому, естественно, башкиры здесь столкнулись уже с подготовленным противником и, соответственно, борьба потекала в достаточно ожесточенной, скажем, обстановке. Уфимские дружины БНВ во главе с Михаилом Кадамцевым с осени 1917 года сражаются с Дутовым под Оренбургом и Верхнеуральском. Защищают Самару от чехов. Уфимским товарищам партия поручала и более щекотливые задания. Боевики Мячин, Зенцов и Чудинов конвоируют царскую семью из Тобольска в Екатеринбург, где и нашла свою гибель августейшая фамилия. В связи с тем, что у большевиков в тот период времени не было регулярных военных сил, они решали проблему руками красногвардейцев. Вот среди красногвардейцев особенно выделялись отряды БОНВ. То есть они прошли достаточно такую тщательную боевую подготовку, были хорошо вооружены и имели опыт боевых столкновений. Единственная проблема была в том, что они имели опыт столкновения с регулярными частями. Поэтому, когда началась крупномасштабная война на Южном Урале, они, естественно, по ряду позиций уступали, скажем так, своим оппонентам. Возможно, это одна из причин, почему они потерпели поражение на этом рубеже и не сумели, скажем так, создать какую-то конкуренцию тем же башкирам. После разгрома красных Султаевским отрядом под Златоустом уфимские формирования БНВ во главе с Чеверевым 5 июля оставили без боя Уфу и отступили в северном направлении. Другая группа отрядов БНВ, состоявшая из числа рабочих уральских заводов и Стерлитамака, оказалась в окружении в районе Белорецка. К ним присоединился интернациональный отряд, состоявший из немцев, венгров, эстонцев и китайцев, а также красные казаки братьев Кашириных. Всю эту огромную по меркам гражданской войны группировку, насчитывавшую более 10 тысяч бойцов, возглавил будущий советский маршал Василий Блюхер. Южноуральская Красная Армия, как теперь именовались партизаны Блюхера, попыталась прорваться к Екатеринбургу. Но объединенные силы башкир, чехов и казаков остановили красных под Верхнеуральском. По словам Ивана Каширина, на пути к городу красноармейцы бились за каждую сопку и гору, дрались, сталкиваясь главным образом с башкирскими частями. Красные понесли большие потери и, не сумев пробиться к Верхнеуральску, отступили. Так начался героизированный советской литературой рейд армии Блюхера по так называемым тылам противника.
На самом деле это было банальное бегство Красной гвардии по наиболее безопасному маршруту, проходившему между Уральскими горами с одной стороны и рекой Белой с другой. Вспоминая эти события, Ахмед Заки Валиди пишет: «Через год, когда мы заключили мир с Советами, и я приехал в Москву, состоялась моя встреча с Николаем Кашириным. Этот наш враг, с которым приходилось нам неоднократно воевать, оказался в жизни неплохим человеком. Когда я рассказал, как они бежали через реку Зиган, слушал меня без смущения и гнева». Командующим башкирских войск Верхнеуральского фронта был Амир Карамышев, имевший под рукой 1-й кавалерийский и 5-й пехотные башкирские полки, а также отряды башкирских партизан, всего 1500 человек. Преследуют красных и казаки атамана Анненкова. 1-й башкирский кавалерийский полк буквально на плечах Блюхера врывается в Белорецк. Затем белые гонят красных сквозь горы через Серменево, Авзян и Кулгунино. Начальник Верхнеуральского отряда полковник Анненков командиру 1-го башкирского конного полка Карамышеву. Командир 1-го эскадрона, веренного вам полка, со своим лихим эскадроном состоял в моем отряде около 2 недель. Но и в этот короткий период Харунжий Муртазин, выдающийся мужеством, сметливостью и распорядительностью, оказал громадную услугу отряду. Далее следовало перечисление подвигов Харунжева Мусы Муртазина. Башкиры и казаки пытаются заблокировать армию Блюхера в горах и уничтожить ее. Отступая, красные несут большие потери в боях у деревни Макарова и села Петровское. Но им удается вырваться из горных теснин на равнину. В одном из боев погиб командир 1-го кавалерийского полка Амир Карамышев, к тому времени уже ставший легендой башкирского войска. Его место занял недавно отличившийся Харунжий Муса Муртазин, будущая легенда башкирского войска. Преследование красных было возложено на башкиров, в частности на 1-й кавалерийский полк, который в то время командовал Муса Муртазин. В районе Иглино отряд Муртазина, полк Муртазина, нанес сильный удар по наиболее боеспособной части Блюхера, это полк имени Стеньки Разина. Успешные боевые операции башкирских войск сразу же повысили авторитет башкирского правительства и сделали его объектом раздоров между Омском и Самарой. Каждое из этих двух правительств, Самарский Камуч и Временное Сибирское, теперь желало иметь в своем оперативном подчинении башкирское войско. Их не интересовали условия сотрудничества, а башкирское правительство, напротив, ставило вопрос об использовании башкирских полков в зависимости от вопроса о признании башкирской автономии. В июле Ахмед Заки Валидов прибыл в Омск, где встретился с военным министром сибирского правительства полковником Гришиным Алмазовым. Валидов вспоминает: поскольку башкирские части занимали важное стратегическое положение, договорились подчинить их непосредственно верховному командованию сибирского правительства. Были удовлетворены и другие наши требования. Восхищаясь тем, что мы за 1 месяц сумели создать целое войско, генерал издал об этом приказ, а мне решил присвоить звание полковника. Впрочем, Валидов отказался от этой чести, мотивируя отказ отсутствием военного образования. Сибирское временное правительство, правительству Башкирии, 9 июля 1918 года, Омск. Временное сибирское правительство не находит возможным вмешиваться во внутреннее самоуправление башкирского народа. Временное сибирское правительство может принять на себя организацию управления башкирскими войсками и снабжение его вооружением, снаряжением и довольствием только при условии соблюдения в башкирском войске тех основных тезисов, на которых строится сибирская армия. Валидов в принципе согласился с условиями сибирского правительства, которое фактически согласилось с существованием башкирской автономии. Однако Валидов искал пути для установления контактов и с Самарским Комучем. Это было связано, с одной стороны, с тем, что в Омске сменилась власть. Ну, в каком отношении она сменилась? Дело в том, что были удалены из сибирского правительства представители эсеров и меньшевиков и привлечены правые круги, те же кадеты и другие. Сибирские генералы были против создания крупных войсковых подразделений и, соответственно, тормозили любыми путями формирование новых башкирских частей. Это была, наверное, главной причиной, почему он, в общем-то, решился на
то, чтобы, в общем-то, вступить в переговоры с самарцами. Они приняли его с распростертыми объятиями. Почему? Потому что считали, что башкирское правительство близко им по духу. Взаимоотношения между правительствами были очень сложные. Никто не хотел подчиняться друг другу. В какой-то степени согласию пришли лишь в сентябре 2018 года, когда была создана Уфимская директория на большом совещании в Уфе. И на это сыграл большую роль поход отрядов Блюхера, когда было ясно, что у большевиков достаточно есть сил, с которыми будет трудно воевать по отдельности. Вот что писал один из непосредственных участников тех событий. Самарское правительство по духу казалось ближе башкирскому. Оба были демократическими и стояли на платформе сохранения завоевания революции. Самарцы обещали самую широкую автономию башкирам, но, как водится в демократических республиках, окончательные решения вопроса откладывали в долгий ящик до созыва учредительного собрания. Пока же соглашались на временную автономию. Сибирская военщина, в руках которой фактически находилась власть, она, в общем-то, достаточно скептически относилась не просто к созданию каких-то особых военных соединений, но и в целом к национальным проблемам. А Камуч, в общем-то, изначально, в общем-то, дал понять, что он достаточно либерально смотрит на вопросы, связанные с национальным самоопределением, на проблему федерализма. И, собственно говоря, именно Камуч первый из белых правительств, который, и последний, наверное, который признал автономию Башкортостана. Наконец, 8 сентября 1918 года, когда положение Камуча стало критическим, он, наконец, выдавил из себя запоздалое признание права нации на самоопределение. В специальной декларации по национальному вопросу Камуч обязывался в своей деятельности руководствоваться безусловным признанием принципа автономии всех национальностей, как бы они ни были малочисленны и на какой бы ступени культуры ни находились. Понятно, это заявление было адресовано в основном башкирам, так как остальные народы Урала и Поволжья были в целом индифферентны к проблеме национального самоопределения и не имели четко оформленных структур власти, и тем более собственного войска. Успехи антибольшевистских сил летом 1918 года не на шутку встревожили Ленина и его соратников. Они бредили мировой революцией, но на деле выходило, что не могли даже подавить внутреннего врага. Только теперь большевики приступают к организации фронтов. До этого война велась исключительно штыками автономно действовавших групп войск, таких как, например, партизанская армия Блюхера. Эти армии состояли из отрядов Красной гвардии, партизан и иностранных наемников. В общем, они более походили на полурегулярное формирование. Нужны были экстренные меры, и они были немедленно приняты. Первым делом большевики объявили массовую мобилизацию, получив тем самым численное преимущество перед любой армией своих противников, состоявшей из волонтеров. Далее большевики вводят военный всеобуч. Все мужское население в возрасте от 18 до 40 лет должно было обучаться военному делу. А чтобы новые начинания ни у кого не вызывали сомнений, тем более протеста, в августе 1918 года вождь пролетариата пишет: провести массовый террор, сомнительных запереть в концентрационный лагерь. К осени того же года в лагерях содержится уже 35 тысяч человек. 2 сентября 1918 года в ЦИК издал постановление о превращении Советской России в военный лагерь. Создается Северный фронт против англичан, канадцев, австралийцев и датчан, засевших в Архангельске и Мурманске.
Западный фронт против поляков, Южный фронт против казаков и добровольческой армии белых. Белое движение выступало на двух фронтах к осени 18 года. На юге были сформированы вооруженные силы Юга России во главе с Деникиным.